Сегодня 21 ноября 2024 года, 17 часов 2 минуты по Берлину, 18 часов 2 минуты по городу Джохару, друзья. Я вас всех приветствую. Наш стрим, как обычно, на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний стрим я назвал ФСБ в панике. Ядерный обмен ударами становится неизбежным. Вопросительный знак. Друзья, напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков. Все остальные давайте активнее, друзья, потому что это очень важно. Наш канал снова подвергается атаке. Не знаю, с чем это связано. Не будем это связывать с приходом Трампа. Потому что все это время, все последние 4 года, во время президентства Байдена, наш канал тоже атаковался. И вот буквально полгода, 9 месяцев, чуть-чуть канал наш начал развиваться. И мы за полгода набрали подписчиков больше, в 3 раза больше, или в 2 раза, 2,5 раза больше, чем за предыдущие 4 года. Поэтому с чем-то это связано. Гибня атакуют, видимо, они боятся нашей правды, и когда им остро нужно нас заткнуть, постоянно начинаются атаки на канал. Видимо, это не так просто все делается, не так легко, как им хотелось бы, но сейчас канал находится под атакой, короче говоря. Ну, это хорошо, это хорошо, это значит где-то на нерв мы им наступили. Начиная свой стрим, я бы хотел ознакомить вас с высказыванием сперва Валерия Залужного, и затем уже сводку с фронтов, как обычно. В 1924 году началась Третья мировая война. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный на церемонии вручения премии УПА-100, учрежденной изданием «Украинская правда». Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины, но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать, она началась, сказал Залужный. Посол Великобритании напомнил, что в российской войне против Украины участвуют солдаты из КНДР и убивают гражданских людей иранские шахеды и ракеты северокорейского производства. Подрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали. По мнению экс-главкома, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основания говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому. Мировая война, уважаемый Валерий Залужный, началась не в 1924 году, то есть не в этом году. Она началась в 1999 году, а может быть даже и раньше, в 1994. Но тогда почему-то, как и Валерию Залужному, не казалось это мировой войной, так и теперь другим людям, когда Валерий Залужный, как Джохар Дудаев, говорит о мировой войне, о том зле, которое нужно остановить, почему-то партнеры, не тогда украинские партнеры, не партнеры, страны, которые следующие после должны стать Ичкерии, не грузины, хотя грузины лучше всех это понимали, но и то не все. Вот как говорится, пока гром не грянет, пока вода под свои пятки или там, не знаю, по горло, по щиколотку не подойдет, тогда люди не шевелятся. К большому сожалению. Большому сожалению. А теперь давайте, что нам рассказывает Генеральный штаб о потерях вооруженных сил фашистской России. Вооруженные силы можно с натяжкой назвать. Это бандитская банд-армия, которая на ладан дышит на самом деле. В моральном, психологическом, нравственном и во всех остальных смыслах. И у нас какие-то проблемы, мне кажется,
С интернетом. Так. За прошедшие сутки, то есть на 21 ноября 2024 года, уничтожено и ранено 1510 бандитов, которые пришли на территорию Украины, или же на территорию освобожденного Курска, я полагаю. Плюс 8 танков за прошедшие сутки уничтожено, 24 боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 антиаэркрафта, 57 БПЛА, 97 автомобильной техники и цистерны. Слава ЗСУ, слава Украине. Так, поделитесь трансляцией, мне тут напоминает ТикТок. Все, кто нас смотрит в ТикТок, последуйте за Аль Капоне и поделитесь трансляцией. Так, Дэниел, Асланчик опять грибов жахнул. Дэниел, ну что у вас за вот эта такая система такая, да? У вас все руководство из ЛГБТ состоит, вся ваша церковь, вся ваше правительство. Почему-то вы нам это предлагаете. Почему вы... Видимо, у вас комплексы, комплексы у вас. Ну, живите с этим, живите, да. Так. Вот такие вот потери у русских террористов в Украине. Но еще очень важный момент по поводу сегодняшнего названия нашего стрима и по поводу нанесения ударов по фашистской России такими мощными ракетами типа Атакамс. Атака МС или Атакам-С, как по-разному называют. Дело в том, что эти ракеты могут лететь там до 500 километров, некоторые говорят, есть более мощные ракеты. Но самое главное, эти ракеты могут нести до 2 тонн боевого заряда и, соответственно, до 2 тонн могут нести малый атомный заряд. Именно поэтому Россия сегодня якобы ответила баллистической ракетой, которая была сбита, скорее всего. Поэтому вот эта ситуация, которая сейчас разворачивается, вы помните, месяц, может, назад Путин сказал, что в случае, если будет нападение вот этими ракетами, то в таком случае будет немедленный ответ, мы там все сожгем, все там всех уничтожим, прям за 3 дня Киев заберем обратно. И так далее. Но вот видите, опять и увы и ах, если нападут на нас, если с нами что-то произойдет, если еще один шаг, и все, и всем хана, и всех уничтожим, и так далее, и так далее. Но, как мы видим, украинцы нанесли несколько ударов по Курской области, по Брянской области, по Белгородской области. Куда еще били? По-моему, Воронежской области. Ты уже не знаешь, куда, сколько уже. Просто вал идет. Ракет, дронов. Все, что запускает Украина. Все, практически все долетает до места назначения. Ну и вот такая вот ситуация. Украинская армия становится более профессиональнее, более опытнее, ну и, конечно же, супер современно оснащенной. Если бы, мы все жалуемся, почему Украине не дают оружие, почему не дают то-то, не додают, там, недостаточно дают этого, и так далее, хотя, в принципе, голода в Украине мы не замечаем, да, уже Украина воюет широкомасштабно 3 года, отмечают там 1000 дней, там, какой 1000 дней, 4000 дней, не хотите? Уже в Украине война идет. И, широкомасштабно 1000, например, дней. И при всем при этом, сколько беженцев принимают, сколько, всяческая помощь идет, оказывается, в Украине. И эта помощь была бы больше, если бы в Украине 5-я колонна и агенты КГБ, которые еще в
2014, а потом еще в 2022 году зазывали этих русских террористов. Почему-то, ну, эти люди еще пока находятся там на своих местах. И вам нет доверия. Вот Украине полностью нельзя. Военным доверяют. Ну, я так предполагаю. У меня нет никакой секретной информации. Я предполагаю, что Украинам, военным доверяют. Военные гибнут, сражаются. Эти люди уже доказали, что они, ну, как бы за свою родину отстаивают свои права, свою свободу. А вот некоторые другие чиновники, там, СБУшники, там, кто там еще есть. Вот этим людям веры нет. Постоянно об этом Гарри Табах говорит. Ну и другие там разные мы видим. Ну и я постоянно об этом говорю, тоже вижу. Поэтому вот такая вот ситуация, она в первую очередь связана с тем, что внутри есть причины. Почему есть не додают, там все жалуются, почему не додали, почему там так поздно дали вот эти Атакамс и так далее. Ну, может, с этим связано, может, еще какие-то причины. Но то, что все вот эти красные линии, которые обозначает Россия, они ровным счетом ничего из себя не представляют. Ну, это уже мы все уже очередной раз увидели. Что не дай бог там хоть кто-то по Крыму, там хоть одной там, я не знаю, камушек кинет. Одну ветку разбомбили. Помните Крымский мост? Вы знаете, почему его весь не разбомбили? А потому что дается шанс убежать, чтобы не отрезать их всех. А в случае чего уходите, спасайтесь. Даем вам шанс, потому что вы воюете с гуманными, с цивилизованными людьми, в отличие от России. Поэтому полностью мост не разрушается. Но только попробуйте по мосту нам заехать. Мы вам там весь Киев, там Лондон, Париж, все сотрем. Пшик и ничего. Только попробуйте, там какая-нибудь диверсионная группа зайдет, если нашу границу пересекут, мы всех порвем. Зашли, в Белгород зашли, куда только не заходили, в Курск, в конце концов, целиком полностью, там, половина украинской армии зашло в Курскую область, ну или там какая-то часть ее заняла территорию и ведет конкретные, кровопролитные, тяжелые бои ведет. И ничего. Но если вы попробуете нас атакамсами или какими-нибудь там штормами, скальпами, там еще чем-нибудь, вот тогда мы вам покажем. И вот смотрите, что произошло. Красные линии, в конце концов, красные линии будет Путин вот так рисовал, вокруг себя нарисовал. Потом на лбу у себя нарисует красную линию. Вот попробуйте, вот сюда только стрельните, и мы вам покажем. И туда прямо получат. Вот какая вот ситуация. Поэтому и было бы все, конечно, хорошо, было бы все неплохо, если бы, конечно, не гибли люди и не была бы эскалация. Северная Корея, как только что пан Валерий Залужный правильно отметил, уже принимает участие. Северная Корея – это миньоны Китая. Китай принимает участие. Китай на стороне России принимает участие в войне. Снаряды, все вот эти для ракет, для бомб, там, схемы, все, что необходимо, все поставляется Китаем. Фактически против Украины ведет войну Китай и Россия. И поэтому нам нужно быть всем готовым, что ядерный удар, скорее всего, произойдет, обмен ядерными ударами произойдет, уже Путин, Россия там пытаются там показать, что вот мы там нанесем удары и так далее. Мы знаем, что они нанесут. У нас здесь готовятся в Германии, всех, кто проживает здесь в Германии, тоже хотел бы обратиться всем тем чеченцам, которые проживают в Германии, и тем людям, которые под видом чеченцев сюда приехали, сдались. И, ну, как бы вы тоже как бы идете в категории чеченцев здесь. Нам нужно быть готовым к тому, что нам придется защищать нашу вторую родину, Германию, ну, другие страны, где проживают чеченцы, то же самое касается их.
могут произойти такие глобальные, грандиозные события. В первую очередь нужно, конечно, позаботиться о своих семьях, посмотреть, где находятся ближайшие бункеры. Это тоже очень обязательно. Обязательно нужно узнать, где находятся военкоматы, где находятся воинские части, чтобы в случае чего сразу же пойти записываться добровольцами или же идти по призыву, как это будет. Поэтому, ну и, конечно, готовиться, бегать, отжиматься. 100 отжиманий в день – это не проблема ни для кого. Поэтому давайте отжиматься, бегать, готовиться. Конечно, мы победим, 100% мы победим. Но перед тем, как мы победим их, Путин бросит вот это безвольное, вот это население в огонь. Для того, чтобы просуществовать хотя бы день. Просто 1 час прожить, ФСБ бросит всех россиян в огонь. Всех до единого. Что если будет точно знать, что еще час они хотя бы проживут. Вот такая вот у нас сегодня ситуация. Так, друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Саид, привет. Привет, Алмата. Слава Азов, Аллах, Казахстан. Привет, слава Ичкерии. Эмин. Салам всем свободным людям. Салам, Эд. Салам. Алейк салам, Шамиль. Все будет Ичкерия. Я думаю, ситуация только начало конца фашистской Российской Федерации. И Аслан неоднократно говорил. Агентура фашистской Российской Федерации, если вы еще не поняли, суд над ФРФ приближается, и все агенты будут судимы. Те, кто сотрудничал, смягчается наказание. Абсолютно согласен с тобой, Эд. Я также хотел бы обратиться, Эд, пользуясь, вот пока ты затронул эту тему, пользуясь моментом, обратиться вот к всем агентурам, которые здесь находятся, чеченоговорящая агентура, которая тоже здесь в огромном количестве есть. Никаких шансов у России выиграть нет. Никаких шансов нет. И вы здесь, в Европе, находитесь, работаете там, стучите на всех, там, собираете информацию, делаете подлости, гадости и так далее. Надежды, что у вас там есть где-то крыша, кто вас прикроет или нет. Нет у вас больше крыши. Понимаете? Еще месяц, год и все. И только дурак не будет думать о завтрашнем дне, понимаете? Вы должны быть готовы к тому, что вы же за деньги, вы же не идейные, вам это ничего не нужно. Вы Россию не боготворите, завтра вы на нее будете плевать. Вот сейчас то, что я не плюю, вы завтра на нее будете плевать, на эту Россию, понимаете? Вот такие вы ей верные. Вы вам бабки, вы свою родину продали, свой народ продали. А что вам их продать? И они вас продадут также, и у вас обоюдно это все. Но вы должны понимать, что заканчивается это все. Будет суд, будет над Путиным, над Патрушевым, над всеми этими бандитами будет суд, понимаете? И вы должны прекрасно здесь, в Европе, вас всех знают, вас уже поголовно всех переписали, понимаете? Вы просто сами себе делаете, я не знаю, просто яму себе копаете. Зачем? Одумайтесь, вернитесь на правильное, покайтесь, извинитесь, заползите под корягу, просто исчезните. Не надо сейчас выполнять их задания, их стучать на нас там и так далее, и так далее. Ведь мы все это фиксируем, мы все это видим, и вам придется отвечать за это, за все. И если думали нахрапом, кровью, подлостью, ложью, безграничной ложью, безграничным вероломством, что вы нас покорите, что вы нас убьете. Вы убили и так много людей, что фактически никого не должно было остаться. Ведь вы сами в это уже верили, что все, власть у вас, что вот вы уже там Ичкерию под контроль взяли, и Марат Кавказ под контроль взяли. Все у вас теперь, любой желающий быть свободным чеченец прибежит к вам и Марат Кавказ, или к вам там под вашу Ичкерию. И все, и вы будете контролировать, там, возглавите идею свободы чеченцев и так далее. Но ничего не получилось, видите? Да, я пример вам, живой пример тому, что не получится того. А вы знаете, сколько таких, как я? Сколько молодежи такой, как я?
Понимаете, я-то уже старый. Молодежи сколько такой, как я, которая не видела, не знает, что такое страх. Она неведом им страх просто, понимаете? Они напролом пойдут. Нельзя победить нашу идею, понимаете? Вы можете всех убить до единого. А через 50 лет родится человек, который эту идею возродит. Потому что это идея. Ее победить нельзя. Понимаете? Вас ФСБ, вас вот это ГРУ используют для того, чтобы задавить просто. А вы расходный материал. Вы нас убиваете, а потом вас в расход пускают. И рано или поздно отвечать придется. За что, я не могу понять? За что? За деньги? Предать самое ценное, что есть у нашего народа, будущее наше, свободное будущее наших детей, внуков. Вот это продать сегодня за деньги, чтобы ты сегодня на Мерседесе ездил. Поэтому я вам всем настоятельно еще раз рекомендую, не занимайтесь античеченской деятельностью, там, пророссийской деятельностью. Не занимайтесь, вы за все будете отвечать. Конец уже есть. Ну, просто вы в эти сказки верите, и российские, и дальше продолжаете. Уже Оушен Мечбяч, уже Хадуич был. Генералы КГБ, генералы ФСБ, там военные поменьше говорят, ну ФСБшники просто в очередь выстроились. Полковники, майоры, подполковники, генералы в очередь выстроились. В Англии, в Америке, ЦРУ, Ми-6, ну кто, не знаю конкретно кому они там, ну выстроились они. Понимаете? А вы так где-то там, агентура, которая там постукивает, и все, понимаете? Это вот такие вот вещи, да, нужно знать, нужно готовиться к тому, что будет. Все, деньги, ну, ошиблись, ну да, понесли потери, да, ну что теперь делать? Теперь нужно же дальше жить, развиваться. Так. Давайте дальше идем. Как вы думаете, когда и как закончится война в Украине? Война, я не знаю, когда она закончится. Я полагаю, она может закончиться даже в этом году. Вот с учетом вот сейчас, вот данное обострение сейчас, если оно сейчас зайдет далеко, то обмен ядерными ударами покончит с Россией. Раз и навсегда будет точка поставлена с Россией. И тогда уже нужно будет вводить войска, которые уже в принципе готовы, я так полагаю, натовские войска со всех сторон войдут и займут, что нужно. Там с Японии кто-то зайдет, там отсюда зайдут. Ну, короче, так я думаю. Как закончится? Однозначно 100% победой Запада, Украины, поражением фашистской России, террористической банды ФСБ. Когда, ну, может быть, в этом году, может быть, в следующем году, может быть, еще на 2 или 3 года растянется. Я этого сказать не могу. Но то, что победа будет за нами, и враг будет разбит, в этом нет ни малейшего сомнения. Ни малейшего. Причем тут Чечня и ты? В смысле, причем тут Чечня и ты? Так, салам всем, свободный мир. Я был подписчиком. Пожалуйста, что за трумптер ты несешь, я не понял. Можешь яснее? Все за уничтожение России, говорит Юрий. Так. Надо США первым ударить ядерным оружием по Рашке, говорит Саид. Но нужно ли США первым наносить? Я не знаю. Я не знаю. Ну, вообще-то, если сейчас передали вот эти атакамсы, штормшедолы, там разные скальпы, мощные вот эти бомбы, ракеты, которые могут нести ядерный заряд. В принципе, их можно с ядерным зарядом передать Украине, и пусть Украина ведет же войну, правильно?
Украина могла бы нанести этот удар. И все, какие разговоры. Украины же взяли тогда. Конечно, это не было никаких гарантий, это был меморандум и так далее, но надо ли как-то закончить. Если убить Путина, что-нибудь изменится? Я не думаю, добро с кулаками, что что-то изменится. Я не думаю, что что-то изменится. А Путин, смотрите, я вообще считаю, что Путин там не самый главный. Вот, не стопроцентно самый главный, да. Там есть группировки, кланы такие есть. Есть Патрушевский клан, есть Путинский клан, есть других клан. И чем у тебя больше боевиков, бандитов, вот твой клан сильнее. Вот, ну, такая чисто бандитская схема такая у них там существует. Поэтому абсолютно я не считаю, смерть Путина что-то изменит. Да, это нельзя сказать, что вообще что-то не изменит. Изменит что-то, перестановки изменят, там грязня какая-нибудь начнется. Но система КГБ СССР, она есть, она остается. Сейчас я вам постараюсь быстренько найти высказывание из книги Абдурахмана Авторханова от Андропова до Горбачева называется. Но если сейчас у меня откроется это все, почему-то у меня либо интернет слабый, не могу понять. Какая-то непонятная. Не понимаю, почему у меня интернет такой слабенький. Вот сюда. КГБ, вот самая главная система, которая там есть. Они, там Путин что-то решает. Нет, это не война Путина, это война, как теперь мы выяснили, и Китая в том числе. Это война демократии против диктатуры, точнее, диктатуры против демократии. Вот что это такое. Диктатура под разным соусом. Она под коммунистическим соусом. Вот какое-то странное такое совпадение, да. Там строители исламского халифата, строители коммунистического халифата, строители непонятно какого там русского мира. Вот они все почему-то в одном окопе оказываются. Как так получается? А дело в том, что они все заодно. Они против того, чтобы люди сами выбирали свою судьбу, чтобы жили так, как хочет того народ, люди. Понимаете? Сейчас я вам найду это. Что такое КГБ, он рассказывает. Это очень важно. Просто интернет у меня слабо открывается, поэтому немножечко вам придется подождать. До того, короче. Вот это, по-моему, это вот здесь это было. Нет, это не то.
Ну вот, можно Басаева процитировать. Надо разрушить Россию, и никогда не будет ни у кого никаких проблем. Просто коротко и ясно. Так. Сейчас постараемся. Вот. По аналогии с прошлым, говорим о КГБ как о политической полиции советского режима, как о его функциональной величине. На самом деле КГБ, хотя и в самом советском государстве в разное время он назывался по-разному, ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД, КГБ, есть не просто полицейское ведомство, а субстанция советского государства. Лишите советское государство этой субстанции, и оно развалится, как колосс на глиняных ногах. Абдурахман Авторханов от Андропова к Горбачеву, 1985 год. И ничего не изменилось. И ничего не изменилось с тех пор. Понимаете? Это та же система КГБ. И вот у них есть свои кланы. Ничего с уничтожением Путина не поменяется. Нужно бить по Лубянке, по ФСБ нужно бить. Всех. А мы заигрываем здесь ФСБ, здесь у нас на всех вот этих русскоязычных каналах все КГБшники. Все вот эти вещатели, все мы не можем сказать, конечно, но многие такие одиозные КГБшники сидят. Они нормальные, с ними там разговаривают. Там все с ними разговаривают на настоящее время. Голос Америки, кто-то BBC, Deutsche Welle, все приглашают, с ними разговаривают. Ну да, послушаем, что говорят КГБшники. Вот такие вот дела. Так, Лора Киев, спасибо за подарок. Кстати говоря, сейчас обратил внимание. Так, все. Надо быть первым, не ждать сумасшедшего Путина. Юрий, я с вами полностью согласен. Нужно наносить предупредительный удар, предупреждающие удары. Модный доктор, спасибо. Мы знаем, что вы связаны с Трампом, говорит. Как? Откуда вы узнали? Не может быть, не. Но главное, я же не с ЦРУ связан, правильно? А с Трампом. Трамп президент мира. Аль Капоне, я с вами согласен. От души, Лора, от души. Разоблачит. Так, не дописала чуть-чуть. Как? Так, ну когда это мы уже читали. Говорят, что Патрушева сняли, когда теракт в Крокусе провалил. Нет, Патрушева не сняли, потому что провалил. Смотрите, Патрушев один из самых главных людей. Один из самых главных людей в России. Его клан один из главных. Не просто какой-то там престарелый, там еле ходящий Фредди Крюгер русского разлива. Нет. Этот человек был переведен не просто с Совбеза снят, а переведен, знаете куда? Вот заниматься вот этими морскими делами. Дело в том, что владычица, царица морей и океанов на эту роль претендуют Соединенные Штаты Америки. И это ни для кого не секрет. Самый сильный, мощный флот, все, подводные лодки, все остальное, авианосцы. Все есть у Соединенных Штатов, и это стратегическое у них направление, в этом направлении они движутся. И, как мы знаем, у Украины его практически нет, этого флота, но в Черном море они зачистили от флота, от российского флота зачистили. И есть большая вероятность, что флот российский скоро полностью перестанет существовать, полностью, от слова совсем.
И Патрушев переброшен на самую ответственную вот эту зону, потому что они уверены, что там 100% есть утечки, 100% есть предатели и так далее, и так далее. Ну и как бы Патрушев своими методами будет сейчас заниматься именно флотом и пытаться его спасти. Либо будет сливать этот флот. Понимаете? Потому что Патрушеву тоже нужно жить. У него миллиарды долларов, он же хапал, правильно? Я бы поверил бы, что эти люди, там, Патрушевы, Путины, они какие-то там бессеребрие, ну, они что, честные борцы за Россию, там, за свое учреждение КГБ, СССР, ФСБ. Я бы поверил бы. Да, как они людей убивают. Только, я не знаю, только преданный делу человек так может, да, не считаясь количеством людей убивать там и так далее. Но на самом деле, я считаю, что они просто хапуги, просто воры, обычные коррупционеры. И они миллиардеры. Сыновья Патрушева миллиардеры, Патрушев миллиардер. И я считаю, что они же грабили Россию не для того, чтобы потом сесть в тюрьму или погибнуть. Поэтому, может, Патрушев сливает флот весь. Может, у него договоренность. Кто-то же дал Дурова из Баку задание отправить его сразу прямиком в Париж и сдаться французским властям. Кто же дал ему такую команду? Поэтому здесь так очень непонятно, что все происходит, потому что если полковники, генералы КГБ, ФСБ стоят в очереди в ЦРУ, в Ми-6, чтобы присягнуть новой королю, ну, сейчас королю или там Америке, то почему это не может сделать Патрушев с Путиным? Они бы тоже с удовольствием, они же тоже люди, у них тоже семьи, у них тоже миллиарды. Почему они как рабы на галерах пахали ради великой России, а эти неблагодарные, даже воевать не хотят, им столько денег платят. Практически, можно сказать, из своего кармана Путин платит им. А нет, они не хотят еще воевать, что-то еще возникают, там на мясные штурмы не хотят идти. Поэтому они скажут, ну, неблагодарный этот российский народ, пошли вы все к черту, сдамся я американцам. Вот, мне кажется, так сделают. Поэтому, но что его понизили, нет. Патрушев это самый сильный клан. Самый сильный. Ну, может, немножко Путину уступает. И то, там, спорно. Это мое мнение. А теракт в Крокусе вроде не провалился, все нормально. Убили кого надо, подставили кого надо. Вот эти же таджики, ребята, это же фактически инструменты, которых использовали, чтобы потом перевести стрелки на них. Так, Сюрды Хуэль Аслан и чату. Аслан, не думай, что это игра на повышение, это очередные Вовины понты. Дал Уэзель, Евгений, Хайуэль Сюрдик. Конечно, я думаю, что это понты. Я думаю, что это понты. Но, знаешь, вот надо же как-то отвечать, надо же как-то показывать. Вот по ним нанесли вот этими атакамсами удары. А он сказал отдельно, ну, каждый раз он так говорит, но вот сейчас тоже сказал отдельно, что вот это красная черта, только попробуйте, мы вас всех там порвем там и так далее. Знаете, я что думаю? Есть такая вот мысль. Вопрос с Ираном нужно решать, правильно? И потому что сейчас эта ситуация очень обостренная, очень серьезная. Путину могут сказать, ну ты пока там с Украиной, с Европой там сам занимайся, но ты нам дай возможность, не заступайся за Иран, допустим. Какая-нибудь договоренность такая может поступить. Кто-то может сказать, нет, это невозможно, там, это будет аморально, это будет безнравственно, там, все такое и так далее. Ну, во-первых, в политике нет ничего аморального, никогда вообще никаких рамок в политике нет. А во-вторых, именно так произошло, когда слили Чеченскую республику Ичкерия и Джохара Дудаева, которого поддерживали, там, принимали, уважали во всем мире, и в том числе в Америке, и так далее, в обмен на Югославию, например.
за то, что русские не будут помогать Югославии. За это им позволили уничтожать чеченский народ, Запад, НАТО спокойно разобрался со Слободаном Милошевичем и с его этими бандитами и боевиками. Поэтому события могут по-разному развиваться. Поэтому, мне кажется, надо Европе мобилизоваться, потому что на самом деле не все же Америка должна делать, правильно? Европа, у нас здесь в Германии, да, боятся, волнуются, собираются, там все это есть. И все. А если Украина падет, на кого? На Америку русские нападут. Я не думаю, что они так смогут быстро океан пересечь. Таких возможностей я не думаю, что у них будут. А вот на Европу, на Польшу, на страны Балтии, да, пожалуйста, да, они прямо заявляют, восточная часть Германии – это их территория. Так уже разделили Ельцин, говорю, Сталин, Рузвельт и Черчилль. Они же поделили тогда мир между собой, зоны ответственности. И восточная часть Германии, пока Горбачев ее не отпустил, она же принадлежала Советскому Союзу. И они претендуют, поэтому нужно мобилизовать людей, нужно переходить на военные рельсы. Ведь именно Европа, именно Франция, именно Германия довела это состояние, к большому сожалению, довела состояние до сегодняшнего, когда еще в Чечне шла война против Ичкерии, против чеченского народа шла война. Мы да, Америка лидер, Америка главный, она несет самую главную ответственность во всех вещах. Но когда нам выгодно, мы Америку, да, ты лидер, там. А когда не выгодно, ладно, ты не лидер, это наши национальные интересы. Тогда не лидер, а тогда лох получается. А лохов там не должно быть и нет. Поэтому здесь все очень разные такие вещи интересные, которые разворачиваются. Здесь рассчитывают, что мы сейчас Украину сольем, здесь есть силы, здесь в Европе есть силы, которые рассчитывают, сольем быстренько Украину, Путин успокоится, и дальше будем нефтью, газом торговать. Вот такие тоже здесь настроения есть. Причем здесь украинцы себя не очень хорошо показывают здесь в Европе, это тоже факт. Очень себя нехорошо некоторые показывают. Поэтому есть основания обижаться на них, что-то им упрекать. И все ждут, что Америка все сделает. Америка, она не резиновая, она не бездонный колодец с деньгами набитый. Поэтому, всякие могут быть вещи, которые, посмотрим. Будем наблюдать. Но нам нужно готовиться, ко всем нужно готовиться. В Европе, здесь, в Европе агентура российская, вот на каналах, везде действует, здесь постоянно палки колеса вставляет. И ничего, все нормально. Все нормально. Не могу понять, для чего это делается. Самоубийцы они, что ли, я не знаю. Посмотрим. Так. Как народ мог схавать рязанский сахар, Норд-Ост, Беслан, Крокус? Добро с кулаками. Народ никогда бы этого не схавал. Никогда народ то, что сделали с русскими, взрывы домов в 99-м, уничтожение всего чеченского народа, геноцид, причем русские все аплодировали. Это сейчас они обижаются, когда я что-то говорю. А тогда они просто не помнят этого. Подумаешь, они же великие русские, великая империя. Подумаешь, женщин, детей вырезали просто, беременным животы вспаривали, сравнивались с лица земли города и села. Подумаешь, это же чурки, их можно убивать. Это у них нормально. Народ нельзя, не мог бы это схавать, как ты пишешь. Быдло масса населения, быдло населения, оно могло, и оно схавало. А сейчас уже, когда все уже критично, многие в России уже начали понимать, что эта вся пропаганда, они врали 30 лет, 25 лет с приходом Путина, огульно просто оголтело.
А вот сейчас начали говорить правду. Там Абдия Лаудинов правду заговорил, другие правду заговорили. И ты как будто поверили. Ничего этого нет. Ложь, 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 ложь. И в России не верят. Уже сами в это не верят. Трупы каждый день привозят или не привозят. Просто узнают, что их убили, их людей. И вот эти вещи, которые происходят с этими людьми, они сейчас это начали понимать. И говорят, мы боимся выходить, нас посадят, дискредитация армии, там третье, десятое. Так, а где же вы были все это время? Вот если бы это был бы народ, а не быдло масса, которых своих женщин взрывает. Вот мне тут вот некоторые пишут, что там я враг России, там, ну, оскорбления пишут, ну, они типа за русских, а я как бы против русских. И они меня тут обвиняют в том, что я против русских. Так вот, если бы вы были бы за русских, вы бы своих женщин, детей пожалели бы, которых взрывала ваша власть. А вы даже не заикаетесь об этом. Вы обвиняете нас там в геноциде русских, там, третье, десятое. Мы вам доказываем, что этот геноцид сделали вы. Сейчас на ваших глазах происходит геноцид, в том числе русских, в Украине. И вы за этих русских ничего не говорите. Понимаете? Вам это просто удобно говорить про русских. Вам плевать на русских. Вам просто удобно сказать, ага, они убивали там русских. Мы не убивали ваших русских в Чечне. Во-первых, это не ваши, наши русские, наши граждане это были. Граждане нашей Чеченской Республики Ичкерия. Вы их убивали. Вы вырезали все, что там было. Всех русских, чеченцев, армян, кого только возможно было. Сейчас вы то же самое делаете в Украине. Посмотрите, если вы за русских такие борцы, которые мне тут все пишут. Посмотрите, как в Курске люди уходят, сколько вы внимания обращаете. В Москве у вас на Мерседесах, на Бентлях, там, на разных миллиардеры, миллионеры на Рублевках живут. Ваша часть вашей территории, это же красная линия, самая жирная красная линия была. Что если хоть один украинский солдат пересечет нашу территорию, мы вас всех порвем, как тузик грелку, и так далее, и так далее. Ваши русские там сидят, просят помощи. Просто вывести просят их. И так далее, и так далее. Вы лжецы просто. Нету там никакого народа. Нету. Отдельные есть святые люди. Их можно, вот в этом обществе появляющиеся люди, их можно назвать святыми просто. Вот отдельные представители есть. Все. Там 5% их может быть, 10% максимум их будет. Все. На этом ограничивается русский народ. А ведь россияне знают, кто взрывал и кто в Крокусе расстрелял. Ничего не делает, позорище. Конечно, знают. Делер Саламаш, холь бардак, машоль. Так, давайте дальше. Люди потянут. Я тоже смотрю Барон, но не вижу в нем борца за свободу. Скорее, он его кураторы пользуются схемой. Не можешь организовать восстание, тогда возглавить его. Также и Костя делает сомнительное. Чел, просто нет никого, кто еще жив и еще в Америке наводит мосты. Ясно. Но я просто не слежу, Шамиль, вот за этими деятелями. А я, мне кажется, очень хорошо охарактеризовал Борового, поэтому больше, ну что говорить. Не будем лишний раз остаться. Так, президент Америки, мы Дик Хильдер. Дик Хильдер, да не, ну только нужно родиться в Америке, чтобы стать президентом. Это у них по праву рождения имеет право человек. Если ты не родился в Америке, ты не имеешь права быть президентом. Так. Убери американский флаг, говорит. Стефан Нойенбург. Ахмад Силас, говорит еще.
А чё ты так Ахмада Силасом обзываешь? Он же нормальный парень ваш. Ахмад Силас. Так. Мы не зачистили, мы увеличили подводный флот. Супер, Лора, супер. Путин сделал 200-ми 700 тысяч своих солдат и почти 2,5 миллиона инвалиды. Он главный ликвидатор своего народа. Да, Лор, абсолютно. Абсолютно. Тот, кто за Путина, тот точно против русских. Точно. Всех россиян, но и в том числе русских. Русня распадется. Я думаю, да, Дани, я на это рассчитываю. Я думаю, конечно, распадется. Это будет для всех хорошо. Для русских будет, для россиян, для всех будет хорошо. Что про Азербайджан? Бирол, салам. Что про Азербайджан? Что у нас там с Азербайджаном? Опять что-то там в Азербайджане случилось? Распад США будет для всех хорошо, говорит Владислав. Я не думаю, что распад США будет для всех хорошо. Мне кажется, наоборот, это будет большое такое катастрофа мировая, геополитическая катастрофа будет, если США распались бы. Но, к вашему сожалению и к моей радости, США не распадется. Не волновайся. Не волновайся. Вообще не волновайся. Аллах, шукур, все окей. Это хорошо, что все хорошо. Сила одна только у Всевышнего. Не продавайтесь и не унижайте себя перед этими орками, говорит, бардак. Так, подождите, я отключу вот эти разных деятелей, чтобы они тут нам не портили стрим. И Россия не распадется, не волновайся. Россия уже распалась, ты о чем говоришь? Смотри, Курская область освобождена. Что там еще? Ну, пока мало, конечно, да. Пока Курская область только освобождена. Но тоже уже же неплохо, правильно? Салам всем чеченским братьям и сестрам. Желаем вам независимость и статус государства. Да, деоккупации. Спасибо. Салам, Бирол. Салам. Салам алейкум, Зугушети. Валейк салам, Рашид. Валейк салам. Так. Валейк салам, Абрек. Валейк салам, Азербайджан. Вот такие вот дела. Мы станцуем лезгинку на остатках Кремля в любом случае. Будет США, не будет США. Иншаллах, говорит, но 40. Я думаю, без США нам ее станцевать будет немножко проблематично, я тебе скажу. Так, Сукачев, у тебя такая фамилия классная. Ты уже достал меня просто. Давай, иди тебе в баню, потому что надоело мне.
Путина не будет в 25-м. Я тоже так думаю. Моваш, дикую обрек, дал Мугаста. Ому. Путина не будет в 25-м. Ну, будем надеяться, Бирол, будем надеяться. Аслан, ты мусульманин? Да, я мусульманин. А ты с какой целью, юзер, спрашиваешь? Ты мусульманин, юзер? Юзер, ты мусульманин? Скажи, ответь мне, пожалуйста. Дику алямдулла оша. Говорит, обрек, отличный обрек. В 25-м году будет распад. Посмотрим, Даниэдам. Я тебя запомнил, я тебе дам $100, 100 евро я тебе дам, если в 25-м произойдет распад. Просто ты выиграл их, считай. Он араб, походу. Кто араб? Куда ты делся, юзер? Давай, отвечай мне. Ты мусульманин, юзер? Мне так нравится, когда заходят, спрашивают, ты мусульманин, ты не мусульманин, ты это, ты то, ты намаз делаешь, ты это делаешь. Вот мне очень интересно, юзер, вот ты мусульманин? Ответь мне. Все, и пропадают. Ну ладно, не мусульманин, значит. Так, почему ты держишь у себя флаг Америки? Америка же убивает мусульман. Америка не убивает мусульман. Америка отстаивает свои интересы. Ты скажи мне, ты мусульманин? Оставь мой флаг. Ты мусульманин? Ответь мне. Я тебе дам возможность подняться и здесь в ТикТоке поговорить с тобой хочу. У тебя хватит мусульманства, имана, ислама, мужества зайти и поговорить со мной? Хватит у тебя? Открыто, прямо, как раз я хочу спросить. Ты мне про флаг говоришь. А я хочу сказать, что я отстаиваю и права своего народа. А что делаете вы? Я мусульман больше, чем ты. О, он больше, чем я мусульманин. Так если ты больше, чем ты мусульманин, наверное, у тебя есть так основания говорить. А? Что значит ты больше, чем я мусульманин? А? Зайди, давай, покажи свое лицо, ты же тогда, если мусульманин, мы же должны против. Что нам говорит священный Коран? Мы должны против несправедливости подать свой голос, открыто, прямо выступить. Правильно? Должны мы выступить. Я надеюсь, ты же больше мусульманин, чем я. Понимаешь? Если ты больше мусульманин, чем я, то ты должен за свой народ страдать, выступать или бороться. Страдать не обязательно. Я надеюсь, тебе хватит мужества и имана, и мусульманства, чтобы сейчас выйти со мной и рассказать, кто ты, что ты. И мы вместе с тобой будем нести это нелегкое бремя борьбы за права нашего народа. Давай. Вы же мусульмане, вы же смелые, вы же отважные. Ну, те мусульмане, которые супер мусульмане. Подчеркнутые мусульмане. Где вы? Давайте, мне очень нужна ваша помощь. Просто вас я не вижу. Вы что-то про Палестину можете сказать. Про чеченский народ, про ФСБ. Почему-то вам не хватает мужества. Где вы, все эти мусульмане, которые так должны бороться? Но я знаю, вы провокаторы. Вы можете молодежь какую-нибудь вот этими своими провокациями поднять, какого-нибудь 18-летнего, 20-летнего простачка, которого вы внушите ему что-то, и он пойдет какого-нибудь безоружного человека что-нибудь сделает. Вот где ваше мусульманство. А самим выйти и умереть на этом пути, у вас нету мусульманства, понимаешь? Вот и все. Все, весь ваш ислам заканчивается там, где вам будет больно. Или вы сядете в тюрьму. Вот там заканчивается. Вот эти писари, я все говорю. Вот весь ваш ислам. Понимаете? Почему вы разве должны сейчас сидеть и писать комментарии анонимно? Вы должны прямо говорить о правах своего народа. Выступать. Сражаться, как я вижу, вы не в окопе, ну хотя бы информационно вести борьбу. Нет у вас, потому что ты не больше, чем я мусульманин. Ты больше балабол, чем кто-либо. Но ты не мусульманин больше. Ты балабол самый настоящий, юзер. Ты умалацо. Ты самый настоящий балабол. Вот что я скажу тебе.
В Америке миллионы мусульман живут. Конечно, конечно, живет. И, кстати говоря, они поддержали Дональда Трампа. Так что все нормально. Так. У них дело, вот мне сейчас комментарий был, я сейчас найду этот комментарий, очень важный комментарий. В Англии какой-то парень, и есть таких два представителя России. Это Руслан Кутаев и Руслан Айсин. Руслан Кутаев известный российский деятель, враг чеченского государства, чеченской свободы, который под видом оборотня за чеченцев сейчас выступает на всех каналах. И туда приглашают вот этого чеченца, который рассказывает, что они там выступают против Израиля, они выступают за там палестинцев там, и так далее. И вот у них проблемы. Там в Англии их там в школу вызвали, там дочка у них там что-то говорит, и там вызывают, там 10. По странному стечению обстоятельств, очень странному стечению обстоятельств, наверное, посмотрят меня, они быстренько ему покажут это видео, я думаю, этому парню, который там рассказывает. Он добрался до Англии, и у него резко желание возникло защищать братьев арабов, которые плевали на братьев чеченцев, и вот у него, это ему не мешает им. Вот эти братья-арабы, там вот эти все турбо-мусульмане, турбо-муджахиды, турбо там воины Аллаха, почему-то они плюют на нас. А вот этим деятелям, которые очень заступаются за ним, им почему-то кажется, что этот плевок от арабов в их сторону, что он такой, это божественная какая-то там роса для них такая. И они не обращают, они радуются, что на них плюют эти арабы. И когда арабы говорят, что убивайте чеченцев, это внутреннее дело России, делайте геноцид, делайте что хотите, это нас не касается. Их это не смущает. Это говорит о том, что им плевать на чеченцев. Плевать им на чеченцев. Они добираются до Великобритании, до Европы, там других каких-нибудь стран не мусульманских. И здесь начинают резко любить мусульман. И защищать мусульман, и так далее, и так далее. Потом почему-то, какому-то странному стечению обстоятельств, они выступают на вот этих Руслана Айсина, вот этом канале, пророссийском канале. И затем есть такой другой канал, Алиф называется. Это Духовное управление мусульман. То есть ФСБ России. Вот этот канал, он такой религиозный, Алиф, по-моему, его название называют. Потом и там его начинают раскручивать, этого парня. Ну вот, короче, эти вот фашисты самые настоящие живут в этой Англии. Приняли этого человека, обеспечили ему медициной, всем ему помогли. А он, короче говоря, фашисты, как самые настоящие фашисты себя ведут. И он ущемлен в правах. Так у меня возникает вопрос, что вы здесь делаете? Зачем вы... Вот на вас плюют арабы, а вы лижете им пятки. Объясните мне, за что вы их так любите? За то, что они за русских вы их любите? Я не люблю тех, кто за русских. Мне это не интересно. Тогда, если вы так не любите вот эти страны, в которых находитесь, фашистская Англия, почему вы живете в фашистской Англии? Почему же в цивилизованную, развитую, суперскую там страну, как типа Афганистан, прекрасная страна Сомали, почему туда вам не уехать? Почему вы живете здесь, я не могу понять. Я не могу понять вашей логики. Или у вас нарушена причинно-следственная связь, вы не понимаете, что происходит. Или вы работаете на русских, объясните мне. У меня вот последнее, на кретинов, на идиотов вы не похожи. Значит, вы работаете на русских. По-другому этого объяснить, я просто не вижу этого объяснения. Приезжать сюда, в европейскую страну, и здесь заступаться за тех, кто на вас плюет.
И причем плевать на тех, не на тех, кто на вас плюет, а на тех, кто вам дал убежище, питание, проживание, все вам дал. А вы на них плюете. Ну, фашисты, конечно, они фашисты, на них нужно плевать. Вот эти вещи очень не укладываются у меня в голове. Вот сейчас заходит мне там про Америку что-то рассказывает. Ой, ты почему про русских не говоришь? Почему ты не выходишь и не заступаешься? Совершенно верно, Фрич Керри. Вот он говорит, они в Ираке убивали. Саддам Хусейн убивал в Кувейте мусульман. Я вообще не сторонник делить людей на христиан, иудеев, буддистов, мусульман, когда их убивают. Понимаете, для меня нет разницы, этот ребенок иудейский, или этот ребенок мусульманский, или этот ребенок христианский. Нет для меня разницы. Это ребенок, которого нельзя убивать. Саддам Хусейн убивал в Ираке, в Кувейте. Саддам Хусейн в самом Ираке убивал курдов, тоже мусульман. Я просто подчеркиваю мусульман, потому что вот таким деятелям это нужно объяснить. Саддам Хусейн дружил с фашистской Россией, с Советским Союзом. И говорил, что нам, чеченцам, нужно остаться с Россией. Это же хорошая страна. Будьте с Россией, говорил нам Саддам Хусейн. А вы нам рассказываете, что там американцы там что-то делают. Здесь нет религии. Здесь есть интересы, национальные интересы государств. Вот и все. А вы нам хотите все это подсунуть под религиозный соус. Ну тогда же будьте до конца честными. Уезжайте из Англии, уезжайте из Германии, из Швеции, из Австрии, из Турции уезжайте. Едьте в Сомали, Афганистан и сражайтесь там за права, отстаивайте. Все, как вы любите там. А вы лицемеры. Если бы не были бы лицемерами, вы бы не жили бы в Великобритании, в Европе, в ЕС и так далее. И не топили бы, да? И не топили бы, понимаете, за то, что вы сейчас делаете, да? А ты почему здесь живешь? Где Америка там? Так, смотри, ты юзер, ты не только не мусульманин, который боится отстаивать свои права, ты еще и лжец. Поэтому тебе бан. Здесь антиамериканизм запрещен. Понятно? Смерть врагам Америки, я скажу. Понятно? Вас услышали меня все? Смерть врагам Америки. Хорошо услышали? Вот такая позиция. Я против смертной казни, но против... За это я на этом буду стоять. Так, давайте дальше идем. Arboy macho beter. Beter der arboy shunca bech boy. Noch bech bol izdat. Ночь бед куза, муат куз гамбургер, абук муат беч, да, раскшен, да, тук-тук-тук бош, бойдлиуш, да. Еще очень интересный момент я хотел бы сказать. Здесь есть один деятель, который там за Кадырова топит там, ну, и так далее, их много. Какие-то там деятели там сидели с таким важным видом, с таким спокойным, размеренным голосом, рассказывали, что Кадыров это враг, что кадыровцев надо избивать. Нам показывали, как избивают каких-то там бедолаг, которые приехали лечить своих детей в Турцию. Я хочу сказать вам всем, антикадыровская российская оппозиция, там разные тузики, музики, разная вся шушера, которая здесь проживает. Почему вы вот этих кадыровцев, которые здесь открыто сидят, с ними не разберетесь? Вам только в Турции разрешали это делать? Или здесь, в Европе, уже все, вы там против Кадырова не топите, что ли? Балаболы, что ли, вы оказались очередные просто, да? Вы же тут против Кадырова так топили. Здесь сидят люди, спокойно рассказывают, топят за Кадырова, там рассказывают, какие они прокадыровские.
очень интересно, вот у меня вопрос такой возник. Вы тут антикадыровская российская оппозиция, либеральные русские с бородами только получаетесь. И что-то вы тут, что-то вы слабенько тут зачищаете, не зачищаете тут? Что здесь? Не так дерзко, как в Турции, да? Что такое? Что случилось-то? Почему так вы здесь? Такие вы скромные стали резко, да? Каддафи построил подземную тюрьму и там держал тех, кто был против него, шел там, против него шел. Там с голоду больше 30 тысяч умирали. Легко верю, Алаш, легко верю. Каддафи получил то, что он заслуживал. Я надеюсь, и остальные также заслужат это, да? Каддафи такой же кафир, как и все остальные. Я не живу в Европе, я-то в Сирии нахожу. Ага. А что тебе, Али, все кафиры сделали? Все кафиры в мире там, туда-сюда, говоришь. А я говорю, смерть врагам Америки. Ты говоришь, все кафиры. А что тебе кафиры сделали? Ты какого рожна оказался там? Даулятуль Ислам Бакия. Да, ты настоящий, Али, фашист. Ты самый такой запатентованный фашист, да? Фашняды он. Самое настоящее. Халифат у тебя будет. Ты даже правильно написать не умеешь, да, с пунктуацией. А ты халифат строить хочешь, да. Ты ничего не построишь. Ты провокатор самый настоящий. Давай мы тебя забаним, потому что нам не нужны эти провокаторы здесь. Так, дальше что? Уважаемый, скажите, верю, что вы честный человек и не соврете. Как вы думаете, Карабах чья земля? Не нужно было такое вступление делать, да, что честный человек, не совру. Я это много раз отвечал на этот вопрос. Давайте посмотрим видеокадры, как армяне уходят с Карабаха, все до единого. И мы сразу вам объясним, и сразу станет ясно, чья это земля. Это земля азербайджанцев. Если бы это была земля армян, армяне никогда бы не ушли бы оттуда. Понимаешь? Никто никогда, тем более, как воевали азербайджанцы, и как весь мир наблюдал за этим, все видели, поэтому там эксцессов не было бы, геноцида армян не было бы. Но все до единого армяне встали и ушли. А значит, они знали, что они живут на чужой же земле. Поэтому мне отвечать не нужно. Армяне сами ответили, чья это земля. Ассаламу алейкум всем грозненским, коренным. Алейк салам, Альберт. Шалом, Израиль. Ам Израиль хай. Боже, благослови Америку. Амин. 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 К сожалению, халифат никогда не возродится. Не знаю, к сожалению или к счастью он не возродится. Просто что такое халифат? Что такое халифат? Османский халифат, так это турецкая империя. Есть 4 праведных халифа, их называют праведными халифы, которые были сразу после Мухаммада пророка.
посланника Мухаммада, мир ему. Вот, их называют 4 праведных. Значит, все остальные были неправедными. А если это религиозное государство, построено на религиозной основе, то как они могут быть неправедными? То что это за халифат тогда, если у тебя халиф неправедный? Тогда вот с тех пор, после этих 4 халифов, халифата не существует. Есть империи, которые пользуются исламом, управляют исламом. Есть ислам, есть религия, есть Господь Бог. А халифатов нету. Это все обман, фейк, выдумка, мираж, которым используют сильные государства или грязные государства, используют для своих целей. Вот и все. Вот и все. Алейкум шалом, шалом, говорит Альберт. Так, шалом, 1965. Карабах, Азербайджан. Говорит Бирол. Да, Карабах, Азербайджан и Армения это доказали. Да, именно так. Гуноевский, слава Украине, героям слава. Гуноевский, аминь. Вот как верить арабам, если истинную Мекку из Петры переместились? Бирол, я не знаю, откуда ее переместили. Не знаю. Это сейчас я не буду это обсуждать. Слава Украине и слава Израилю, говорит Гуноевский. Гуноевский, а ты Гуноевский или это у тебя, ты не Гуноевский, это у тебя ник такой просто? Скажи, пожалуйста. Кстати, вы видели список Сотника, список Александра Сотника про агентуру, список кремлевской агентуры, которая Никюис. Гунова отца Тайпан Вайци, Гуноевский. Гунову я Тайпан Байраса. Ясно. Никюис, окей. Це вийшов Мичеруба. Ну, Астреличем, Альмегердуца, проблемец. Арабы были до Второй мировой колонии Англии и США и до сих пор остаются ими. Ну, арабов очень много на самом деле. А так, да, Англия контролировала очень большое количество арабских стран. Они с удовольствием друг с другом воевали, друг друга сдавали. И последний вот этот османский халифат, так называемый, Османскую империю, развалили арабы, англичане при помощи арабов. Да? Арабы были самыми главной ударной силой. Спасибо, Бюро, спасибо. И тебе удачи. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Вот такие вот делишки и дела. Отлично. Абах без, абол без. Тигатиш медать. Он может обратиться к тебе. Да, пожалуйста, пусть обращается. Нормальная тема, Гуновский.
Так, мне искренне жаль вас. Если ты жил при Союзе и тебя истребляли веками, а если твой брат тебе предает, как бы с Арцаха не ушли армяне, если в блокаде 3 месяца их морили голодом. Ага, значит, если я не сказал то, что тебе понравилось, я лжец, получается. А я тебе говорю то, что я видел. Кого там голодом морили? Где весь армянский народ был, если там голодом морили? Почему вы не кричали, что голодом там людей морят? Почему, когда выходили из Карабаха, так называемого Арцаха, когда люди уходили, что-то мы не видели, чтобы там какие-то там прикладами азербайджанцы избивают, там пытают, блокпосты ставят, как это было в Чеченской республике. Зачем же вы лжете так нагло? А? Зачем же нужно быть честным, по крайней мере, если проиграл, признать поражение, это по-мужски будет. Если бы это была ваша земля, вы никогда бы не ушли бы оттуда. Здесь похоронены наши отцы и деды, вы говорили бы. И мы не уйдем отсюда. Потому что это была не ваша земля. И все знали, что это не ваша земля. Не надо рассказывать сказки. Не нужно рассказывать сказки. Так, теперь им не нужны войска для того, чтобы держать их. У них есть предатели, которые за них делают всю работу. Так, Хуси тоже наподобие как Хамас. Хусииты это тоже наподобие как Хамас или это другое? Хамас это группировка, которая состоит из арабов Палестины, а хуситы это тоже народ, такая народность, которые, ну, это народ, это организация Хамас, а хуситы это народ, как чеченцев называли всех там террористами и так далее. Поэтому всех хуситов мы называть не можем, конечно же, но да, я согласен с тобой в том, что они такие же миньоны, такие же ЧВК. Такая же ЧВК, как и Хамас. Вот и все, конечно. Так, друзья, мне тут звонят, мне нужно отключаться, к сожалению. Как вы видите, наш канал атакуется. Конкретно у нас списывают подписчиков, убираются со YouTube-канал, я имею в виду. Поэтому распространяйте ссылку на наш стрим сегодняшний. И всего самого хорошего, друзья. Я вынужден откланяться. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ойл. God bless America. Адикюэль Маш Ойл.